Привет, друзья! Сегодня у нас на связи Казахстан. Причем человек, с которым я хочу сегодня поговорить, наверное, уникальный, потому что, наверное, это первый гражданин Казахстана, который своей деятельностью, ну, фактически взбесил российскую пропаганду. И, казалось бы, мы начали слышать такие слова: национализм, фашизм, русофобия. И тут, казалось бы, должно быть слово "Украина", но нет. Заговорили о таких, явлениях, но в части Казахстана. На связи, Куат Ахметов, человек, который, публично попробовал, добиться, чтобы в Казахстане его обслуживали в магазинах и на заправках на казахском языке. И, казалось бы, тут нет никакого преступления, но что-то пошло не так. Куат, здравствуйте. Как ваши дела? Как вы переживаете славу российского телевидения? И вы можете объяснить, чего вы хотели продемонстрировать своими роликами? Кстати, у Куата есть YouTube-канал Тил Майдани. Мы об этом тоже поговорим. Я ссылочку оставлю в описании. И там, в принципе, достаточно много материала, где можно увидеть, как языковой вопрос стоит в Казахстане. Если он стоит, мы это все обсудим. Так вот, первый вопрос, Кот. Что вы хотели добиться? Ассаламу алейкум. Витаю, Украина. Доброго Да, дня. да. Потихоньку изучаю украинский язык. Надеюсь, в течение месяца буду уже говорить на украинском языке. Но у нас по-русски понимают на самом-то деле, А, как это не странно, наверное, для некоторых, особенно. Роман, смотрите, я занимаюсь правозащитной деятельностью уже последние 13 лет. Мгм. То есть мы представляем интересы казахоязычного населения. То есть мы боремся с казахофобией в Казахстане. Мгм. Как ни странно, оно есть. То есть у нас нынешний Казахстан можно сравнить с Украиной до 2014 года. Сейчас у нас такое положение. То есть не знаю, почему меня только обнаружили российские пропагандисты или пропагандоны, как их правильно называют. Информационные войска России. Да, да. Я не знаю, почему они меня только увидели. То есть у нас большое количество, то есть естественный прирост казахского населения. То есть казах сейчас по статистике 74% в Казахстане. И идет естественный процесс. То есть казах приходит, хочет получить информацию у себя в Казахстане на казахском языке, а ему говорят: вот, не надо, тут приходит полиция, и что делают власти? Власти говорят: да не надо, не пиши заявление, зачем, тут рядом Россия, как бы вот такие. Я говорю, казах у себя в Казахстане имеет такие же права, как и все, то есть не только русскоязычные, то есть у нас сейчас такая странная ситуация, э, русскоязычные имеют право, а казахоязычные, как бы, если шумиху подымет, если правозащитник Куат Ахметов и его команда позвонят прокурору, в том случае, конечно. То есть то, что российская пропаганда показывала, то, что извиняется, да, вот это Эмилия Гречаник, Мгм. гражданка Российской Федерации, которая приехала гастарбайтер зарабатывать в Атрау, В она, Октау. нет, в Атрау, Ага. Ватрау это другой случай. Ватрау. То есть она работала, комитет, департамент медицины, то есть она дает справку инвалидам. И мать Мгм. инвалида позвонила, она ему не предоставила услуги на казахском языке тупо. Если ты не будешь на русском разговаривать, и бросила трубку. В нашу Мгм. организацию позвонила эта женщина, Клара Апа, и говорит, вот плачет, я, говорит, у меня инвалид, вот я не могла справку получить. Наши действия.
Мы звоним, во-первых, в полицию 102 регистрируем, потом звоним в прокуратуру и сообщаем о неправомерных действиях госслужащих Атырауской области. Соответственно, они принимают меры. А дальше, чтобы ее не осудили, она приходит к медиативному соглашению. То есть досудебные претензии, то есть у нас такой закон, медиативное соглашение. То есть медиация, институт медиации звонит помощник судьи и говорит, вы готовы примириться? И А вы Клара, готовы? Вы да, готовы? не. И она говорит, вот эта женщина, Эмилия Гречаник, говорит, да, я сейчас попрошу извинения, это больше не повторится. Она просит извинения у Клары Апаевой на казахском языке, все. Российская пропаганда показывает только конец, вытаскивает из контекста и показывает, вот бедные женщины, вот там с казахо-бендерцы на бусике с автоматами ходят, и женщин под дулом пистолета заставляет извинения просить. То есть это российская пропаганда. Кстати, НТВ, Russia Today, вот 3 крупные канала, ОРТ мне звонили, предлагали эфир, и я всегда говорил прямой эфир. Они от прямого эфира избегают страшно. Ну То есть вот, тогда главный прием российских товарищей — это монтаж. да, Поэтому все очевидно. Слушайте, смотрите, я правильно понимаю, а, что, ну, вы согласны с термином языковой патруль или нет? Или это нет, все-таки миф? нет, нет, это не языковой патруль. Это давайте будем просто говорить, это, то есть человек с рождения, да, в России, то есть с рождения ему Конституция и там, не знаю, закон Божий дает говорить ему на родном языке. Ну, Логично. да, это, то есть, это в правах прописано, ОБСЕ, там, ООН, каждый человек, там, украинец с рождения имеет право говорить на украинском языке. Казах с рождения имеет говорить право на казахском языке, но с одним но. Он у русского не имеет права. Здесь дальше открываем закон о языках, читаем статью 21, если не ошибаюсь, и там прописано, каждый гражданин Республики Казахстан обязан овладеть казахским государственным языком, являющий основным фактором консолидации казахского народа. То есть там не написано только казахи. Это знаете какая? Это, по-моему, статья 4 Да. Конституции Украины. Теперь смотрите, Ой, Конституции Казахстана. теперь дальше смотрите. Здесь возникает вопрос. У нас в Казахстане официально 250 тысяч гастарбайтеров с России. Это Мгм. официально. А неофициально около миллиона россиян, когда ввели санкции, все, даже до того такой наплыв, казахстанская граница закрывает, чтобы российские гастарбайтеры не впускали. Они бедные через речку переплывают. Недавно вот в Боровском районе поймали одного инженера и одного, тут есть компания Вираж Авто, который газели. Инженер и его помощник, бедный, чтобы переплывали, их пограничники поймали. То есть россияне бегут заработки в Казахстан. Ну, Куат, подождите, но гастарбайтеры, какое-то слово, оно несет негативный какой-то смысл. Я считаю, что работать не грех, и если люди приезжают работать в любую страну, то почему бы и нет? Они же не воруют ни у кого и не совершают преступления. Я Нет, хочу с смотри, этими... Послушайте, Куат, расскажите, откуда взялась формулировка «языковой патруль», и это вы во российская главе его? пропаганда придумала. Мгм. Ну, смотрите, вот вся вот эта вот гоп-компания, когда они неожиданно обнаружили цветущую русофобию не только в Украине, но и в Азербайджане, в Кыргызстане, в Казахстане, мы, украинцы, подумали, В Армении не обнаружили, в Армении. хотя очень странно после того, как, по сути, Армению сдали во время войны, ну, Мгм. в союзники. Но то таки, другая тема. Я все-таки хочу у вас спросить, откуда
Вот эта вот инициатива возникла в принципе. Инициатива откуда? Ну вот смотрите, инициатива возникла, ну, элементарно. Моя бабушка не знает русского языка. То есть, Мгм. вообще, вот от слова вообще никак. То есть, мы когда перевезли ее в город, ну, в принципе, и там у нас село большое было, асфальтированное, газ, все, но у нас большая семья, у нас, ну, у нас Мгм. 7 братьев, и от 7 братьев там по 5 детей, сейчас у нас 82 брата, у меня Мгм. пускная же. И вот мы ее перевезли ближе к этому. Она говорит, не хочу. Говорит. И вот первое, с чем столкнулись, когда она пошла в магазин и говорит, бабушка, говорите на русском. Она такая, ну, говорит, пришла плачет. Говорит, это что за, говорит, мне, говорит, не продали вот это. Вот это меня толкнуло, как у себя в стране чем моя бабушка хуже, там, чем Куата бабушка хуже бабушки там Николая. Мгм. Почему ее права ущемлены? Это я, например, у себя в стране не хочу говорить, то есть как в римском праве есть же, да, раб должен быть здоровый и говорить на языке своего хозяина. То Ну, есть тут я не подожди. хочу быть рабом. Мгм. А как, в казахском законодательстве этот вопрос в принципе урегулирован? А, Все четко урегулировано, но я же участвую в круглых столах, вызываем юристов, вызываем общество Русь при посольстве Российской Федерации. Они, к сожалению, не приезжают. Давайте вот эти моменты, давайте. Хотя Матвиенко приехала и сказала, русские Казахстана, учите казахский, раз вы здесь живете, но вам надо знать язык страны проживания. Почему-то этот ролик мало показывают, вообще не показывают российские пропагандисты. Э, И мы начали, то есть и у нас еще около 2 миллионов казахов переехало с Китая, с Монголии, для которых русский язык, как для нас китайский. мгм. То есть, Слушайте, мгм. Куа, смотрите, ну, у вас же вообще уникальный человек, потому что вам объявили запрет на въезд в Россию это, термином это для на, меня пяти- большая честь. на 50 лет. Далеко не каждый добивается таких успехов в этом плане на ниве русофобии. Смотрите, вот что возбудило в первую очередь российских представителей о том, что россиян обижают и всякое такое. Но согласитесь, вот эти вот видеокадры, когда женщины возраста наших мам просят прощения, оно не вызывает на самом-то деле симпатии. А, Что было перед этим? То есть, ну, что они говорили, есть вот, это, по-моему, как раз инцидент был или случай в Актау, когда женщина говорит, что она любит Казахстан и что она здесь давно живет и все такое. Но согласитесь, наверное, ну, вы ее обвиняете в чем? Что она советский человек или Давайте, как? давайте чуть-чуть формат, не формат. Расширим, да, Э, вот с- то, что было смонтировано. Во-первых, э- э, авторы этих видеороликов не я. Я человек, Ага. у которого аккумулируется это все. То есть это со всех городов видят несправедливость и говорят, Влад, я пришел в больницу, меня не обслужили, я пришел туда, меня выгнали, я пришел, оскорбили, шовинизм. С Актау приходит, я вот это видео отправляю своему юристу, юрист говорит, все, здесь 174 статья разжигания, потому что она показала, вот вы казахи, плюетесь, типа, я говорю, мы такая нация, ну ладно, я не буду там. И он говорит, все это статья. Он готовит документ, этому парнишке отправляет в Актау, говорит, все, отправляет досудебную претензию. Тут вмешивается консульство Российской Федерации. Мгм. И, ну, не знаю, полицейский говорит, тут уже консульство, не сразу давайте там, короче, не подавайте в суд только.
а мы говорим, а это же в рамках закона. Она же оскорбила его честь, назвала там, это краешек того, что попало в кадр. Ну, этого вот так хватает на статью разжигание межнациональной розни. Этот парнишка молодой, 25 лет, соглашается, создается медиативное соглашение, то есть он отказывается, а она в свою очередь извиняется и говорит, что это больше не повторится. Мгм. Все. Так-то, ну тогда, слушайте, тогда надо, наверное, публиковать и первую часть, и вторую. А Что, она все на моем YouTube-канале. Без проблем, заходите, смотрите. мгм, Первая, вторая, третья часть. прекрасно. Слушайте, Куат, а у вас как дела? Вот после всего этого. Значит, начался вой на болотах. Вы простите, в Российской Федерации россиян ущемляют, они, ну да, я когда просто вот, слышу вот эту вот историю, что э, Россия возмущается, что в Украине люди говорят на украинском языке, а в Казахстане на казахстанском, ну, конечно, это как-то странно. Но как власть вашей страны отреагировала на эту Ну, историю? Роман, я вам рекомендую, просто рекомендую, когда вы поднимаете эту тему, всегда начинайте вопрос тут ставится неправильно. Надо говорить, почему казахи дискриминируют, то есть не получают, то есть испытывают дискриминацию у себя в Казахстане. Не надо говорить, что тут они прям этой темы боятся. Я говорю, тут казах не может получить информацию на казахском. Они этой темы боятся, потому что сейчас мы подготовили письма, отправили в ОБСЕ, в ООН, поэтому как бы они в шоке. Они говорят, как у вас Казахстан, казахский язык государственный, как у вас... Мы им показываем факты. То есть вот эти все авторы этих роликов со всех точек Казахстана, если не ошибаюсь, с 18 городов мне поступают, я передаю это в юридический отдел. То есть Мгм. заявление пишется в прокуратуру, все в рамках закона, никаких. То есть здесь мы хотим остановить казахофобию, типа мы вам города построили, мы вас там стоя писать научили, как они любят там, вот знаете, вот такие вещи говорить нехорошие. Вот поэтому это наша задача остановить у себя в стране дискриминацию казахоязычного населения, которое уже, то есть если сейчас это в рамках закона не решать, это перельется в большой конфликт. Молодежь может, придет время, поэтому я говорю, чтобы этого не произошло, давайте сделаем хорошую воздушную подушку. Мгм. Как-то так. Слушайте, но вопрос звучал так: как А, власти Казахстана а, отреагировали на вот эту вот волну из России? смотрите, власти Казахстана, к сожалению, российское лобби представлено у нас в парламенте, ну, я не знаю, наверное, процентов 50. То есть, Мгм. включая, участвуя в госзакупках, продавая нашим военным «Лады Гранты» и «УАЗы-Патриоты», э, сухпайки в Министерстве обороны российские, то есть это, я считаю, национальная безопасность. Я эту тему поднимал, делал видеоролик, и к радости меня услышало Министерство обороны, позвало. То есть я сейчас пишу для них концепцию военно-патриотическое воспитание казахской молодежи. Мгм. Поэтому я этим занимаюсь не просто, как они говорят, там какой-то там, просто там по мелким магазинам ходит. Мы в парламент даже внесли законопроект о казахском языке. Сейчас он лежит на подписании, но так как Россия смотрит вот так, наши его не подписывают. А наши власти отреагировали, конечно, лобби сработало. Первый помощник президента, аппарата президента Даурен Абаев это как бы озвучил пещерным национализмом. Ну, эти люди как бы сами проходили курсы там госслужащих, если не ошибаюсь, в Петербурге, поэтому это, я считаю, это ватные чиновники.
их А, меньшинство, поэтому они говорят, то есть то, что Кремль думает, то наш вот этот Даурен Абаев как бы сделал реверанс или как, прогнулся под Россию, мгм. типа да, мы этого Куата найдем, а то, что он в рамках правового поля работал, в том, что это видеоролики не его, как бы они не углублялись, просто дали Министерству внутренних дел разобраться и привлечь блогера Куата Ахметова. Хотя я не блогер, я себя блогером не считаю. Так, подождите, ну, насколько я правильно понимаю, что против вас возбудили уголовное дело по статье разжигания межнациональной розни? Да, да, да. То есть вначале было просто административный штраф. Они пощупали пульс, закрыли. Там, ну, у нас в Алмате народ начал собираться, меня через час выпустили. Тоже глупый штраф. Типа я руковожу незарегистрированной организацией. Я говорю, какая организация? Это моя идея. То есть человеку выражать свои мысли в демократической стране как бы не запрещено. Но, Куат, а вы не думали, что вот власти Казахстана, ну, если вот так мы проанализируем, особенно когда был Нурсултан Абишевич Назарбаев президентом, и, по-моему, это продолжается, ну, то, что у вас происходит, ну, аналог того, что мы называем лагерная украинизация. То есть этот процесс просто постепенный, и чтобы не будить российского медведя, ну, его, в принципе, разбудить не так сложно, ваш случай как Да, раз об этом говорит. И они занимают такую очень осторожную позицию, чтобы, как вы говорите, ну, язык государственный вошел в употребление всеми постепенно. Может быть, мгм. поэтому они так Да, аккуратно? они, смотрите, наши законы, закон о языках, закон о визуальной информации, то, что информация должна обязательно быть на казахском наверху, этот закон у нас был принят, если не ошибаюсь, в 96 году или 97 году. То есть это было давно. А Украина его приняла в прошлом году. То есть даже Украина, просто в Украине гражданское общество хорошо развито. То есть у нас еще совок. У нас совок, то есть, ай, вот большой брат, завтра Путин придет, нас перестреляет, Куат, ты что делаешь? Нельзя на казахском, пожалуйста, там потише этот. Вот как-то так у нас происходит. То есть мое предположение, что что власть Казахстана за казахский язык просто Да, боятся медведя. да, да, Вот. постепенно, как постепенно. То есть, э, и я скажу, у нас лобби очень сильное, потому что мы вот подаем в суды, когда даже прокурором разговариваю, я говорю, господин прокурор, здесь вот дискриминация, вот почему вот эта женщина не могла получить информацию, ее там в салоне Вираж, этот гражданин оскорбил, это. Он говорит, кот, пожалуйста, шеф сказал, язык вытем вообще, короче, ну это не ну, встречается, говорит, только, я говорю, да при чем тут это? Я говорю, ну вот нарушен закон, вот статья 75 административного кодекса, вот видео доказательства. Не надо штраф, сделай административное, есть такое административное предупреждение. Все. Есть такая норма наказания, просто ее предупреждает письменно. Он получает отрывной талон, говорит, что больше не повторится. Все. Они за 30 лет, я когда это, они говорят, я говорю, почему протокол не выписываете? Вот закон нарушен, вот видео. Они говорят, а шеф сказал, вообще нельзя. Я говорю, как? Есть, я же это не с Луны взял. Вот они говорят, насчет языка, кот, это не ко мне, пожалуйста. И они отписку отправляют в мэрию. Мэрия, кот пришел, их начальник отдела, скажи, меня нету, я в командировке. Я говорю, да что, елки с вами. И к большой радости аппарат президента нас услышал. Я в круглом столе участвовал вот зимой. И начали сейчас мэрии выписывать первые административные предупреждения. Это в истории Казахстана закон, который есть, он прям указан, прям
нарушение, приходит, составляет административное предупреждение. И через полгода, если это не этот, штраф 10 МРП, если для физических лиц, и 40 МРП для юридических лиц. Вы можете представить, ни разу не был составлен протокол. То есть, например, человек курит у нас в Казахстане, да, в неположенном месте. Все, курит. Факт зафиксирован. Полицейский приходит, господин такой-то, вот вы нарушили, у вас административный штраф 5 МРП, выписывается протокол. Ну, таких много. Но по языковому лед тронулся вот в этом году. Ну, тоже власти Казахстана поддержали, начали выписывать первые протокола. Это Так, радует. слушайте, а почему, если вы, по сути, занимаетесь в какой-то мере государственными делами, государственной политикой, объясните, почему на вас дело-то возбудили? И какие перспективы? То есть, чем это закончится для вас? Ну, то есть, что Владимир Соловьев потребовал голову Куата, и президент Казахстана эту голову отдал? Так Да, получается? это не Владимир Соловьев, а Кремль через род Соловьева требует как бы линчевать. Поэтому я почему в этом уверен? То есть у меня есть единомышленник Маргулан Боранбай, который боролся тоже с ватниками. То есть у нас есть в Казахстане движение антиватник. И у нас в Астане и в Алмате открылись филиалы Бессмертного полка. Это офис финансируется, назначают директоров местных. То есть это мы начали бороться с этим, что не надо вмешиваться в наши дела, в наши идеологии. И Маргулан Боранбай говорит, как это российская, бессмертный полк, открыв филиалы, открывает, раздает героевские ленточки. И мы начали, и они прям открыто говорят, Казахстана не существовало. Мы пишем заявление в Комитет национальной безопасности, в прокуратуру. 0. Не отвечают. Он говорит, вата. И вот это бессмертный полк, общественное объединение, зарегистрированное в Казахстане уже, пишет заявление на Маргулана Боранбая, то, что он оскорбил русский, но не русский, сейчас скажу, как формулировка, словом ватник он имел в виду русский народ. А вы не имели в виду? Нет, ватник это наднациональное, ватников у нас казахов навалом. Поэтому... Это интересная очень формулировка. Насчет бессмертного полка и акции Георгия Скалента. Я вот просто недавно был очень удивлен. Нам вроде как намекали, что это о памяти Великой Отечественной войне и героев этой войны. А тут Сергей Викторович Лавров на встрече с Путиным и Шойгу говорит, да нет, это продвижение русского мира, как выяснилось. И никто ничего не скрывает. Я хочу вас спросить, насколько вот этот северный Казахстан, на который постоянно выдвигаются территориальные претензии, насколько там действительно сильны вот эти вот пророссийские настроения? Потому что об этом же говорят официальные лица российского государства, от депутатов, там люди, которые с Кремлем связаны. Какая там ситуация? Ага. Ну, это правда, во-первых. Ну, это, знаете, вот некоторые вот я смотрел, с вами какой-то казахский блогер разговаривал, типа на югах так, ничего подобного. У нас в Чимкенте, в Алмате открывается, уже открыли 8 казачьих войск. Для чего они открываются? С кем они собираются воевать? Ну что, Петр Толстой, вице-спикер Госдумы, сказал же вам, что Алматы — это русская крепость Верный. Да, Никто ж да. ничего не скрывает. Я мысль докончил, Роман. Вот этот Маргулан Боранбай, который надо бороться с ватой, пока это не переросло там столкновение, там казачество. На него возбудили уголовное дело, он сейчас сидит в следственном изоляторе. Экспертиза доказала, что слово ватник это оскорбление русской нации. Это такая экспертиза. Сейчас адвокат говорит, если вы посадите человека за слово вата, вата растение растет, да, из которого фуфайка идет, то это
весь цивилизованный мир будет смеяться. То есть в Казахстане посадили за слово ватник. То есть экспертиза показала, что ватник этот. Он сейчас сидит в следственном изоляторе 7-й месяц. Хм. Дальше. Поэтому я не удивлюсь, что в моих словах гастробайтер окажется, что гастробайтер это оказывается национальность русский. Я не удивлюсь, если это. Мгм. Ага. Дальше. По северным регионам настолько он пропитан. Сейчас хорошая программа есть, переселение казахов с юга на север. Хорошо работает. Ну, скрипят, там, говорят, понаехали казах. То есть казах у себя в квартире переходит с зала в спальню, а там в спальне сидит гость и говорит, ты нахрена понаехал? Мгм. Я вот так аналогию привожу. То есть я его как бы пришел, хотя он не сам пришел, а это же оккупанты, которые уморили, голодом убили 4 миллиона казахов. Это уже на государственной программе у нас признали, как бы это не надо говорить. Знакомая ситуация. Да. Дальше по северу. Я в социальных сетях, мне много информации скидывают и говорят, вот на севере говорит, открылось движение НОТ, Национальное освободительное движение. Это, Возглавляет Федоров. которое возглавляет Евгений Федоров, который автор прекрасной фразы, цитирую дословно: «Казахи пошли вон из Казахстана». У меня видео Да, есть по да, этому да. поводу. Мне высылает информация, в Ускомане открыли филиал НОТ, и они прямо раздают не листовки, а акт о самоопределении республики Усть-Каменогорск. Народной или просто? Да, Народная республика Усть-Каменогорск. Ну, я вначале как-то, он говорит, вот офис прям открытый в городе. В этом городе есть комитет национальной безопасности, есть прокуратура, и они работают. И в Павлодаре, если не ошибаюсь, как же его фамилия? Гончар. Он Мгм. тоже открывает филиал. Я как бы всегда стопроцентно собираю доказательную базу. Я говорю, мне нужна информация, потом рекомендуйте меня. Они, местные активисты, находят телефон. Я звоню этой Ирине Викторовне, я говорю, здравствуйте, Ирина, я вот такой, я с Кустаная. Я вообще на 9 мая выхожу, вообще, Россия нам друг. Вообще эти казахо-бендеровцы меня задолбали, короче. Она такая, нам такой нужен, короче. Я говорю, а что вы? Мы, говорит, собираем документы о самоопределении. Когда достигнем критической массы 100 тысяч, будем просить о независимости. Я говорю, в этом я с вами согласен, а то вот эти южане, казахи меня достали. Она, короче, все. Я говорю, я с Кустаная, будем в Кустанае ячейку открывать. Я говорю, я согласен. А она мне высылает документы, эти бланки, как это все. Я составляю этот бланк, все это записываю, делаю фиксацию, аудиофиксацию. Все, иду в прокуратуру. Я говорю, вот сепаратизм, целостность Республики Казахстан нарушается. Там, говорит, иди в ЦОН, ЕГОВ, зарегистрируйся. Я говорю, слушай, тут война начинается. Они говорят, ой, сегодня не я по сепаратизму, он в отпуск ушел, через неделю приходи. Я говорю, вы что, охренели? Да, вы знаете, Куат, вот вы провели параллели, что Казахстан это как Украина до 2014 года, но на самом-то деле у нас Майдан, это же касалось не языка, это казалось внешних, внешних векторов нашей страны. А языковой вопрос стал в таком ключе после того, когда Российская Федерация начала против Украины войну, мотивируя это тем, что нужно срочно защищать русскоязычных. И Сергей Викторович Лавров до сих пор ездит по Европам и рассказывает о том, что какие-то поезда дружбы были отправлены
в Крым для того, чтобы выгнать всех русских. И вот время идет, а я до сих пор не знаю ни одного человека, который купил билет на этот поезд или его там посадили. В Мгм. общем, интересная эта штука. Я хотел вас спросить, знаете что? Такой вопрос может шутливый, а может быть нет. Вот вы сказали, что м, люди, которые вот носители вот этой вот великой державной идеи, они говорят, что мы тут давно живем, мы все построили, вам построили, ну, казахам, украинцам, соответственно, построили все. Если строили только русские и работали русские в советские годы, то чем занимались тогда все остальные? На каком курорте отдыхали казахи, украинцы, ну и Да. так далее? Ага. Ну, это вот поднятие целины, это все было такая метод оккупации, что мировой этот, казахам не давали прописку в городах, как бы вот как-то вот было. И я считаю, что благодаря... Я вот, знаете, вот меня вот в прошлом году сильно, я вот начал этим прям, э, очень меня сильно затронуло. В прошлом году в городе Астана, в столице Казахстана, живет парень, ну, он меня старше, Агай, Байтас его зовут. Он инвалид по зрению первой степени, у него глаза не видят. Он идет в поликлинику, поликлиника номер 8 города Астаны. Заходит, соответственно, он тоже с того региона, где вот, ну, нету русской речи. Он в Астане переезжает и, и просит там то ли справку ему в санатории. И говорит, этот, и ему говорят, иди отсюда, говори на русском. Он злится, говорит, где главный врач, позовите. Идет к главврачу. Вот, кстати, она тоже там на камеру извинения просит. И говорит, неге мен қазақша қызмет ала алмаймын. Она такая, ты чё, нацист? И вызывает охрану, его задерживает, вызывает полицию. Мгм. За то, Приезжает, что он говорил на казахском языке в да, Казахстане. да, приезжает полицейский. И этот полицейский, знаете, что делает? Он этого инвалида заставляет просить извинения вот этой Ирины Владимировны. Слушайте, Куат, ну, смотрите, Нет, смотри, русский... и он мне звонит и плачет. Он говорит, Куат, нахрен мне такая независимость? Он плачет. Я не выдержал. Я поехал уже. Я выступил, я говорю, в Астане нету казахов, нету чести и достоинства. Я, конечно, у меня тоже семья, я не богатый человек. Но если ради принципа я там заложу свой телефон, сейчас полечу в Астану, я этого, там местный прокурор все вмешивается. То есть вот это вот последний год я начал, то, что вот слезы вот этого Байтаса, которого за то, что он говорил у себя в Казахстане, на казахском, заставила вот эта Ирина просить извинения, я начал еще, как бы, мне это затронуло мою честь. Мгм. Слушайте, Куат, ну, может выйти на эту ситуацию посмотреть по-другому. Факт большого количества русскоязычного населения налицо в Казахстане. Так может быть, вы просто лодку раскачиваете, акцентируя на это внимание? Ведь, ну, а, Не, это же вот, опасно. Роман, я 13 лет этим занимаюсь, как понять, я, выходит, за 2 недели Ага. раскачал целую российскую, самую большую страну на планете Земля, за 2 недели раскачал. То есть Мгм. я-то считаю, что я вот, не, то, что выборы, вот это похоже. Мгм. В То есть связи с вы имеете... выборами, в связи с выборами России им нужен, то есть эйфория, Крым наш, прошла, там что-то прошло, Карабах получили пощечину. Так, где бы еще найти? Казахстан.
здесь у нас Даурен Абаев или еще кто-то, которые закончили МГУ, которые играли в КВН, которые там, Про КВН не надо. да, да, пили водку, там, вау, это наши ребята. А там какие-то пещерные националисты, неграмотные, которые пишут, я же пишу там с ошибками. Они говорят, а я говорю, слушай, а я не обязан правильно писать на иностранном языке. Это вы радуетесь, что я знаю ваш язык. Вы-то мой не знаете. То есть, чтобы знать казахский язык, нужны мозги. Ну, я считаю, что раз человек как гражданин Казахстана, это, ну, это норма. То есть по-другому, вопрос вообще по-другому стоять не может. Слушайте, ваше мнение, как этот вопрос должен быть урегулирован и настроен в государстве, чтобы это не вызывало конфликтных ситуаций? Государство должно, первое, что делать, должен выступить бесхребетный министр иностранных дел, который должен сказать, это внутреннее дело Республики Казахстан, и вмешательство во внутренние дела независимого государства это неприемлемо для политики Казахстана. Это раз. Второе. Должен выступить генеральный прокурор Казахстана, который должен дать правовую оценку и сказать, что в действиях такого человека не было состава преступления, то есть говорить на родном казахском языке это преступление. Поэтому даю поручение отделам развития языков, я не знаю, что. Тут понимаете, еще что. Самое главное, вот эти центры развития языков в каждом областном центре, они открыты, бесплатные курсы изучения казахского языка. И в комментариях читаю, был бы бесплатный казахский, я бы пошел. Я им даю адреса. И самое главное, сейчас открыли большой лингвокабинет в Кустанае, да, русскоязычный город, как бы считается. Считался, сейчас уже там много казахов. И там место, вот такой большой зал на 70, 70, 140 мест. Я звоню, я вот с акиматами как бы звоню, узнаю. Он говорит, открыли кабинет, и говорит, нету никого. Приходят азербайджанцы учатся, чеченцы, кто у нас, молдаване, кто у нас, наши, славян нету, не приходят. То есть даже вот мы позвонили такси Кустаная, ни один таксопарк на казахском не отвечает. Мы это все выложили в YouTube. Ну, молодец, прокурор города Кустаная и аким. Огромное спасибо, который вызвал всех директоров таксопарков и сказал, вы нарушаете закон. То есть, если каждый чиновник в Казахстане так делал бы, не смотрел бы на Россию, хотя Кустанай граничит с Челябинской областью. Вы знаете, как сейчас звоните в таксопарк, там Наташа поднимает, говорит, саламатсызба, кош келдіңіз біздің таксопаркімізге. Браво! Почему бы так не сделать, пример взять другим регионам? Почему так не делает Павлодарская область? Почему так не делает Петропавловск? Почему делает Кустанай, Ахтубе? Основные все, вот эти три, то есть я сумел объяснить. То есть приехал в этот город, поговорил, здесь нету межнациональной темы, ребята. То есть вы ведете бизнес, вам же будет хорошо, если, то есть, сейчас приедут, да, с Китая, вот переехал туда 300 тысяч казахов, и они вашему такси не звонят такси тому, которому отвечает на казахском языке. Элементарно здесь бизнес. Зачем вы приплетаете сюда межнациональное или еще что? Не надо. Куат, а в Казахстане обсуждается вообще вот в информационном пространстве, есть вот эти вот обсуждения, заявления российских чиновников, ну, в первую очередь депутатов, там, это Жириновский, это Федоров, Да. это Никонов, и, ну, их достаточно такой известный пул известных и уважаемых в России людей, которые, ну, да, ставят под вопрос территориальную целостность Украины. В казахских СМИ это есть или эту тему стараются просто, как, не Это буди есть, лихо, пока тихо? это есть только на казахском языке.
То есть у нас новости проходят на государственном, потом на русском. На казахском есть, на русском нет. Я говорю, вы что творите? Вы опять общество делите на две части. Теперь мне вот на той неделе позвонил телерадиокомпания Еларна, она хочет сейчас снимать документальный фильм на русском языке. Я говорю, супер. То есть, не знаю, сейчас если не спрыгну, главный герой должен быть я там. Я такой, да ну, официальная аккорда снимать такой фильм. Я говорю, респект, я говорю, я согласен. Я говорю, не надо мне никаких гонораров, я буду бесплатно. Покажу суть этого всего, что как делать. А у нас журналисты все закончили журфак МГУ, соответственно, они будут говорить, Крым это Россия, поэтому здесь в информационной мы проигрываем, там наши журналисты все ватники, 99% Слушайте, ватники. Поэтому хорошо. ничего такого вы не ждите, что, потому что, смотрите, насчет журналистов, да, меня единственный раз пригласили на передачу республиканскую. Я удивился такой. Пригласили, я говорю, ну самолет все оплатили. Я говорю, а вы что, меня же вообще, я же казахо-бендеровец, а вы что меня зовете в центральное телевидение? Они говорят, ну вот, вы будете главным героем. Я говорю, ну ладно, я такой обратно. Я думаю, в чем тут зарыто, как бы, в чем фишка? Оказывается, главный директор, там большая телерадиокомпания, там студии, есть тематика, да, спорт, там медицина. А вот эту рубрику казашка, редактор, она, оказывается, гражданка Великобритании. Поэтому она не боится, то есть. Я и думаю, я такой, снег должен пойти сегодня. А она говорит, а я гражданка Великобритании, то есть я казашка с Турции, родилась в Турции, как бы она, сейчас живу в Лондоне, вот здесь как бы работаю журналистом, и вот я в интернете вас нашел, поэтому вы делаете правое дело. И вот эта передача была очень хорошо, то, что меня по центральному казахскому телевидению показали, что я не такой опасный, что я там не радикальный, что я, поэтому есть такое. Куат, спасибо вам за беседу. Я вам пожелаю, чтобы с уголовным преследованием все закончилось благополучно, потому что мне все-таки кажется, преследовать людей за то, что они говорят в Казахстане на казахском или в Украине на украинском, по-моему, тут немножечко нелогично. Ну, все как бы нелогично. Они сами, вот когда меня вызывали, не знают, открывают мое он говорит, у вас за последние 12 лет нету ни одного штрафа. Говорит, вы что, в монастыре жите, что ли? Ну, сотрудник сам говорит, ну, там не на камеру, говорит, ага, я, говорит, мы вас поддерживаем, сами полицейские. Ну, говорит, оттуда позвонили, сказали что-то, и вот что-то мне вот административный штраф выписали. Что-то делайте, снимите это на видео, и они меня прям на камеру сняли и отправили, я так понял, в МИД РФ, типа, вот мы там, Мгм. к сожалению, так. Но уголовное дело есть тоже. Уголовное, вот позавчера, если не ошибаюсь, уже возбудили в официальном сайте в Генпрокуратуре. Разжигание межнациональной розни. Мгм. Еще раз повторюсь, желаю вам успехов в этом деле. Ну и Кстати, Роман, я хочу воспользоваться вашим эфиром, у вас подписчиков много. Если я буду извиняться потом на камеру, говорить, да, я недоразумение, меня там украинские блогеры настроили, это буду не я. Или на меня, на мою семью оказали давление, или какими-то средствами, я не знаю. То есть сейчас я говорю. А тот, если будет извиняться, ему не верьте. Все. ссылочку на ваш канал я оставлю в описании к этому видео. Куат, Рахмет. спасибо.